Здравствуйте. Я лидер народного движения Мурат Курбан. В сегодняшнем выступлении я бы хотел с вами переговорить по поводу прав человека. Как вы знаете, сегодня 10 декабря 2020 года День защиты прав человека. В 1948 году, 10 декабря, была принята в Генеральной Ассамблее ООН резолюция всеобщих прав человека. Всеобщая резолюция о правах человека. В этой резолюции, независимо от цвета кожи, независимо от расы, были указаны все права человека, которые предлагали всем странам подсоединиться и подписать эти права человека. Всеобщая декларация прав человека. После этого все страны, большинство стран, подписав эту декларацию, изменили свои конституции. С 1950 года официально объявлен 10 декабря День защиты прав человека. Сегодня 70 лет этой даты. Что мы имеем за 70 лет этой даты? Если мы посмотрим на страну, такую как Туркменистан, которая является второй диктаторской страной в мире, ничего не изменилось. Наоборот, ухудшилось. У нас в стране нету никаких прав. Скорее всего, можно сказать, какие права есть у человека, чем перечислять, какие права нарушены. Ни наши конституционные права, ни всеобщая декларация прав человека ничего не соблюдает. То есть двуликая позиция президента Туркменистана: для всех все соблюдается на бумаге, а в реальности ничего не соблюдается. Идиот, клоун, этот персонаж, президент Туркменистана, открывает памятник своему щенку в то время, когда народ Туркменистана голодует и стоит за очередь за хлебом. Хлеб заканчивается в 11 часов, не хватает. 14 декабря он праздновать будет нейтралитет Туркменистана. Нейтралитет Туркменистана для туркменистанцев как ношение. Благодаря ему они, используя этот нейтралитет, угнетают наш народ. У нас якобы свой путь, который нас ведет в никуда. За 28 лет диктаторского режима, почти за 30 лет, мы ушли в никуда. Наше общество превратилось в общество, которое боится всего. Коррупция 100% поглотила наше общество. Сегодня денег нет в этого режима, потому что нефтепродукты, нефтегазовые продукты в мире по цене упали. Основной доход был газовый и нефтепродукты. Они сидели на трубе, продавали нефтепродукты, воровали, а людям кидали кости. Этим занимался президент Туркменистана Ниязов Сапармурат, а теперь, продолжая с 2007 года, этим заниматься Бердымухамедов. Второй превзошел первого. Если первый ставил только в Туркменистане 4000 памятников для себя, и везде себя провозгласил почти после Бога вторым человеком, то второй президент Бердымухамедов наплевал на всех людей, начал ставить памятники лошади своему, щенку своему, в то время, когда народ из голода умер. Этот человек своими идиотскими указами, своими клоунскими выходками объявил всему миру, что в Туркменистане нету коронавируса. И он единственный президент, который победил его. То есть он издал указ и победил коронавирус. Даже сегодня умирают в Туркменистане от коронавируса очень много человек. Представьте село, где проживает 100 человек, в день умирает до 4 человек. Это трагедия для туркменского народа. Это после 70 лет всеобщей декларации прав человека, как приняли, еще находится страна такая, которая угнетает свой народ, которая просто наплевала на права человека, на Конституцию, на всеобщую декларацию прав человека. Сегодня, когда в космос летают уже ракеты и сами приземляются, весь цивилизованный мир ушел вперед, мы сидим без интернета. Нас заблокировали, нас из нашей страны превратили в тюрьму. Ты не можешь выехать, ты не можешь заехать. Больше 15 000 человек только в Турции сидят, ждут
своего часа возвратиться домой. В феврале месяце, как объявлен карантин, они застряли в Турции. Только в Турции. Более 15 тысяч. По всему миру даже посчитать невозможно, никто учет не идет. Посольство и консульство просто игнорируют этот вопрос. Президент Туркменистана, как всегда, он просто наплевал на народ. И вот эти люди выехали всего на 3 дня, на неделю, на 2 недели, остались запертыми за пределами Туркменистана. У них кончились деньги, они ночуют где попало, они не могут возвратиться. У нас есть очень много обращений людей, которые просят деньги, чтобы просто возвратиться в Туркменистан. Ввиду того, что у Туркменистана просто нет денег, сегодня обеспечить хлебом, солью, мясом людей, не думают, что они смогут решить вопрос перед этим. Хотя люди заплатили за билеты, готовы платить. Стоимость билета вместо $250-300 доходит до 1000. Естественно, с коррупцией, с взяткой. Вот в этой стране мы живем. Туркменистанцы, которые заехали в Туркменистан, ставится штамп о невыезде на 12 лет. То есть внутренний штамп о депортации вовнутрь. Это смешно для вас, но это существует, поверьте. Следующий вопрос, то, что угнетает туркменистанцев, больше 60% находится вне Туркменистана. Из этого рая Бердымухамедова никто не может вырваться. Кто вырвался, не хочет заезжать. По одной причине. Потому что этот рай только для него. А для всего Туркменистана это просто ад. Сегодня Туркменистан в очень сложной ситуации находится. Ничего не работает. Все отрасли упали. Нефтегазовый падает. У него денег нет. Ему никто деньги не дает. Ввиду того, что он клоун-идиот. Кроме этого, он смог поссориться со всеми странами, которые только возможно. С бизнесменами. Он их просто обманулся. Никто не хочет с ним работать. Денег в Туркменистан не придет. Денег. Народу Туркменистана надо понять, что спасение их только в их руках. Никто не поможет, никто не придет. Я обращаюсь в Генеральную ассамблею по правам человека, Генеральную ассамблею ООН. Обратите внимание на Туркменистан. Это продолжается около 30 лет. Помогите нашему народу. Наш народ все равно его уберет. С вами или без вас. Обратите внимание на Туркменистан. Там нет никаких прав. Там есть все права только у одного человека. И его зовут идиот, клоун, президент Туркменистана Бердымухамедов. В этот день я бы хотел обратиться и на другой вопрос. На права человека уже угнетенных людей. Как вы знаете, в 2002 году они сфабриковали дело о покушении на президента. 120 человек, видных деятелей, арестовали, спрятали в тюрьму, обвинили во всем терроризме. И просто эти люди исчезли. Ни суды, никакие над ними судебные процедуры проходили все в закрытом режиме. Народ не знает, ни родственники не знают, где они, есть ли они в живых. После этого создали список «Покажите их живыми». И вот 12 лет этот список не показывается ни живыми, не показывается никому, ни родственникам. Родственники потеряли надежду. Это 120 человек, только официально. Неофициально очень много. Я говорю о единичных случаях. Таких случаев очень много. Возьмите, например, Оусапар Мурадову, которую журналист «Радио Свободы», которая оповещала весь мир, что происходит в Туркменистане. Ее убили. Ее убили 14 сентября прямо в изоляторе. Избивали и били. Когда родственники пришли, увидели все телесные повреждения, им еще и угрожали родственники. Кроме этого, есть и другие правонарушения, не только эти. Эти правонарушения систематически, их очень много.
Далеко ходить не надо. 4 сентября 2020 года они задержали Алла-Бердыева Пейхамбера за попытку выйти на митинг. То есть у него было желание выйти на митинг, это один из активистов, его посадили за то, что у него было желание выйти на протест, на митинг. Ему дали 6 лет. Ему всучили хулиганство там, ему всучили то, что он имел желание выйти на митинг, вместо этого ему всучили хулиганство, наплевали на все процедуры, провели закрытый суд, где ничего не доказано, и посадили на 6 лет. И так они обращаются со всеми. Это те случаи, которые я вам рассказываю. Те случаи, которые я вам не рассказываю, их очень много. Все активисты, которые выходили на митинг, на протест, в Турции, в Америке, ко всем домой пришли, угрожали, кого-то забирали, избивали, приносили и заставляли замолчать этих людей. Почему? Потому что Бердымухамедов, президент Туркменистана, не хочет лишиться своего рая. Если народ Туркменистана хочет выйти с этого ада, это его не интересует. Поэтому он дал всю волю своему комитету национальной безопасности, который просто угнетает. Сегодня в этот день, 10 декабря 2020 года, День защиты прав человека, я прошу Генеральную Ассамблею ООН обратить внимание на Туркменистан. Мы вторые после Северной Кореи. В Северной Корее как-никак есть продукты, есть какая-то свобода. У нас этого нет. Мы закрыты, мы не можем выехать. Сегодня в Туркменистане любой человек хочет уехать оттуда, от этого рая Бердымухамедова. Он запрещает выезжать. Если кто-то хочет выехать с семьей, он решает только одному члену семьи выехать. И то вы должны пройти адский круг доказательств, что вы вернетесь буквально через несколько дней. Остальные в заложниках остаются в Туркменистане. Если вы где-нибудь будете выступать, вы представляете, что с этими заложниками будет твориться. Вот так существует Туркменистан. Он существует так 30 лет. Я обращаюсь ко всем руководителям, лидерам стран. Пожалуйста, помогите туркменскому народу убрать диктатуру мирным путем и встать на демократические рельсы и присоединиться ко всему миру цивилизованно. Нам надоело это все. Мы устали от этого. У нас за всю историю Туркменистана никогда не было такого, чтобы один человек угнетал весь народ. Вы спросите, почему народ не встает? Я вам отвечу. В той стране, где пропаганда контролируется полностью, ни одного нету частного издания, ни одного нету общественного издания, политические партии запрещены, общественные организации запрещены, правозащитные организации запрещены, частные газеты запрещены, все запрещено. Вы не сможете зарегистрировать ни одну общественную организацию. Вы будете преследоваться и посажены сразу. У вас нет шанса. У этого народа отняли шанс. И этот шанс отнял сначала Нияз, а Бердымухамедов. Поэтому еще раз я обращаюсь к Генеральной Ассамблее ООН. У вас очень много жалоб от граждан Туркменистана, которые ищут справедливость. Они будут с каждым днем увеличиваться, эти жалобы. Обратите внимание, не верьте президенту Туркменистана. Это двухличная личность, которая обманывает весь мир. Он не только обманывает весь мир, он обманывает свой народ уже на протяжении последних 13 лет. Незаконно захватив власть, фальсификации, у нас так и не было выборов. Навряд ли они будут. Фальсификации проходят настолько сильно. Выборы он выигрывает больше 99%. Голосами больше 99%. Вы представляете? Сегодня
За него не проголосует никто. У него zero электората. Сегодня его проклинает каждая семья, каждый туркменстанец, каждый ребенок. Но мы не можем это сказать. Нас сажают, убивают. Скоро приближается 2021 год. И 2021 год будет решающим годом для Туркменистана. Или мы встанем и поменяем режим, или этот режим еще уйдет на 28 лет. Потому что он узурпировал не только Туркменистан, он узурпировал всю законодательную власть. Он узурпировал исполнительную власть, законодательную власть, а теперь и судебную власть. Все три ветви власти и четвертая медиа принадлежит только ему. Без его указаний, без его устного указания никто там даже не может пошевелиться. Если вы обратите заседание Кабинета министров или все, что он открывает, эти непонятные объекты, ему руки целуют, на коленях стоят, ноги целуют. Где еще в мире есть такое? Даже в Северной Корее руки и ноги не целуют. Они его боятся, конечно, но какая-то справедливость там есть. У нас ее никакой нет. У нас есть справедливость только для него и для его родственников. Остальные все заложники этого режима. Еще раз я вас хочу всех поблагодарить и поздравить с этим праздником. Это очень серьезный документ, всеобщая декларация прав человека. Каждый человек на этой планете должен основываться на нее и строить свои взаимоотношения с обществом, со своими друзьями, соседями, государством, полагаясь на общую декларацию прав человека. Спасибо за внимание. Успехов!